Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре среда, 20 сентября. Сегодня в республике пройдет единый информационный день. Напомню, такие встречи муниципальные власти проводят с жителями каждый месяц. На этот раз тема встречи – кибербезопасности и защиты себя и своих близких от телефонных мошенников. Впрочем, самое главное правило – это, конечно же, не отвечать на звонки с незнакомых номеров, которые начинаются с кодов других регионов или стран. А если на том конце провода представились сотрудникам банка, то не верить на слово, думать критически. Вторая тема – это предстоящий отопительный сезон. Как сейчас муниципалитеты готовятся к зиме. Власти представят подробный доклад, и по традиции в конце встречи жители округов смогут обратиться с наболевшими вопросами к чиновникам. Кстати, о наболевшем. На портале «Открытый город» чебоксарские власти предложили горожанам вместе доработать закон о тишине. Напомню, в нашей стране действует 52-й федеральный закон, который регламентирует часы тишины в дневное и ночное время. Но регионы вправе сами решать, когда людям нужен так называемый тихий час. Законопроект в нашей республике сейчас находится на стадии разработки, поэтому очень важно мнение людей. На портале «Открытый город» запустили голосование, где предлагают вместе решить, в какие часы и дни особенно необходимы тишина и покой, а также какие бытовые шумы обязательно нужно запретить. Это касается и громких выкриков, и передвижения мебели, и игры на музыкальных инструментах. Выразить свое мнение можно до конца этого месяца на портале «Открытый город». Юные таланты из Чебоксарского, Шумерлинского и Порецкого детских домов приняли участие в фестивале «Вернуть детство». Он прошел в Уфе и собрал мальчишек и девчонок, оставшихся без попечения родителей со всего Поволжья. Фестиваль проводится с 2009 года. Его организовали для социализации детей-сирот, ведь в детских домах талантов немало и им нужна поддержка. В Уфу отправились победители регионального этапа. На фестивале ребята смогли показать свои умения по рукоделию, дизайну, вокалу. Были и командные состязания по стритболу и волейболу. А интеллектуальные баталии помогли выявить самых эрудированных. Мы ежегодно, кстати говоря, стараемся 2-3 человек выделить, и самых лучших детишек, которых будем сопровождать. И мы их сопровождаем на протяжении последующего времени для того, чтобы их таланты как раз развились и, может быть, переросли в профессию. Таких у нас тоже немного, но они есть. В продолжение темы раскрытия и развития талантов в Чебоксарах в национальной школе чувашской вышивки уже через пару недель стартует новый учебный год. Ждут только учеников, желающих узнать секреты национальных стишков. Им предложат на выбор 2 программы – подмастерье и ученик, так что научиться вышивать чувашские узоры может каждый, даже тот, кто иголку в руках никогда не держал. Опытные мастера поделятся секретами составления орнаментов и композиций для разных элементов одежды, аксессуаров и украшений. С сегодняшнего дня столбики термометров пойдут на повышение. Теплая осень продолжает радовать жителей Чувашии. Но, несмотря на это, одевайтесь по погоде. Вирусы гриппа и ковида не дремлют. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».